Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Аграрии готовятся к посевной кампании. Как скажутся антироссийские санкции на работе сельскохозяйственных предприятий в этом году? Готовы ли наши предприятия к импортозамещению? Гость студии Александр Атласов, министр сельского хозяйства республики. Александр Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. На заседании правительства Якутии принято постановление о внесении изменений в порядок предоставления и расходования субвенций из госбюджета республики муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. Какие изменения внесены? Нашим потребительским кооперативам дано право, чтобы они сдавали молоко. Крупный рогатый скот, который числится на балансе данных потребкооперативов, они смогут сдавать молоко по субсидированной ставке 60 рублей за килограмм. Какие меры поддержки для аграриев предусмотрены в условиях санкций? Первый пакет принят. У нас по линии сельского хозяйства предусмотрено 588 миллионов 500 тысяч рублей. Это в основном на весенние полевые работы, это на приобретение удобрений, на приобретение семенного материала. Конечно, мы по зерновым культурам практически полностью обеспечены семенами зерновых культур. По кормовым культурам, конечно, у нас дефицит имеется, но мы сейчас ведем договорную кампанию, сейчас уже семена поступают, так что по кормовым культурам у нас проблем не будет. По семенам картофеля тоже у нас, конечно, прошлый год был неурожайный, поэтому у нас дефицит наблюдается. Мы планируем в этом году завести из других регионов где-то 900 тонн. На эти цели предусмотрены дополнительно финансовые средства, порядка 53 миллионов рублей, и на приобретение удобрений где-то 33 миллиона рублей. Кроме того, для приобретения муки для Якутского хлебокомбината тоже предусмотрено 114 миллионов рублей. Сейчас уже договора заключены, поставка муки уже, вагоны идут. На это средства мы должны приобрести где-то 4800 тонн. Этот объем у нас до февраля 2023 года, хватает, да. И кроме того, для наполнения водоемов тоже по линии управления мелиорацией тоже дополнительные средства предусмотрены, порядка 17 миллионов рублей. Мы объем прокачки воды увеличиваем 2 раза, где-то 8 миллионов кубометров должны мы обеспечить заречные улусы через крупные водоводы. Вот такие меры принимаются. Еще по линии птицеводства и свиноводства тоже мы на приобретение комбикормов тоже предусмотрены где-то 380 миллионов рублей на эти цели. Таким образом, наши в основном крупные предприятия, системообразующие предприятия сейчас уже имеют средства для того, чтобы обеспечить продовольствием нашей республики. Совсем скоро начнется посевная кампания. Вы упомянули, что на приобретение семян картофеля и минеральных удобрений будет выделено почти 90 миллионов рублей. Обеспечены ли аграрии семенами и как идет подготовка к посевной? Да, действительно, сейчас весенне-полевые работы идут полным ходом. Мы обычно начинаем уже с декабря прошлого года, да, это ежегодно так и мы делаем. У нас в этом году по плану где-то 49,5 тысяч гектаров должны посеять сельскохозяйственные культуры, в том числе 10 700 гектаров это зерновые культуры. Это если сравнить с прошлым годом, где-то на 700 гектаров мы больше планируем, да, сеять. По кормовым культурам тоже более 30 тысяч гектаров. По картофелю где-то 6700 гектаров, по овощам открытого грунта 1370 гектаров. Если по сравнению с прошлым годом у нас увеличение где-то в среднем на 5%, да, площади, как я уже сказал, по зерновым культурам это на 700 гектаров, по картофелю где-то мы планируем на 5% увеличить. По овощам открытого грунта где-то от 2 до 3% мы должны увеличить по сравнению с прошлым годом. По кормовым культурам где-то на 1000 гектаров. У нас такие планы. Сейчас работа полным ходом идет.
договорные компании уже идут, вагоны поступают, семена поступают. И по удобрениям впервые в этом году оказана поддержка со стороны правительства Минсельхоза. Это порядка 33 миллионов рублей. Эта сумма у нас, на эту сумму мы должны приобрести где-то 1100 тонн удобрений. Вот такая работа идет, и ГСМом полностью наши районы обеспечены. Где-то у нас для проведения весенне-полевых работ потребность составляет более 4500 тонн горюче-смазочных материалов. Во всех филиалах Саханнефтегазбыт, Туймада-нефть в наличии запасы имеются. В Якутии подходит к концу период зимнего завоза грузов. Как складывается ситуация с перевозкой сена? У нас, конечно, прошлый год был очень такой сложный, засуха, лесные пожары, вот поэтому мы тоже заготовили кормов где-то на 86%. У нас не хватало где-то около 40 тысяч тонн кормов. У нас по плану сейчас перевозка кормов составляет 47 тысяч тонн. Из них уже по факту уже доставлено где-то 40 тысяч тонн. Это составляет где-то 87%. Да? Конечно, сложности имеются, это особенно в Чураптинском, Усалданском улусе. Если взять Чураптинский улус, у них план перевозки кормов где-то 9 тысяч тонн. Усалданский это 17 тысяч тонн. Конечно, в цифрах, если взять, конечно, это 47 тысяч, как-то, ну, можно сказать, в цифрах, это цифры, да, но по факту, если такой объем завести, привезти, доставлять, конечно, это потребует большую работу. Вот поэтому я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших глав районов, начальников управления сельского хозяйства. На местах они, можно сказать, отработали на хорошо. Но, конечно же, проблемы есть, но мы ежедневно, оперштаб Минсельхоза, постоянно связь держим, работу ведем, в ручном порядке, можно сказать. Вот, допустим, глава Чураптинского улуса Саргадаев Степан Анатольевич, они тоже дополнительные меры принимают, да, за счет своих средств, за счет средств бюджета района тоже предусматривают средства. Тем самым они приобрели за это время где-то 500 тонн зерноврожа, комбикормов, и тем самым они тоже обеспечивают наших сельхозтоваропроизводителей кормами, оказывает господдержку, ну, муниципальную поддержку, можно так сказать. Зимовка – это сложный и ответственный период для тружеников сельского хозяйства. Главная задача этого периода – обеспечить сохранность полученного приплода, не допустить снижения поголовья. Как прошла зимовка скота? Ну, еще мы не завершили зимовку, да. Обычно у нас проходит до 15 мая, это выход на пастбище, крупный рогатый скот, вот, поэтому осталось совсем, ну, где-то 1,5 месяца. За это время это такой самый ответственный момент, да, приплод, отел коров, выживка кобыл и так далее. Вот поэтому вот такое время, за оставшееся время мы должны уделить очень большое внимание. Это обеспечение дополнительными кормами, витаминизация, да. Вот поэтому вот оставшиеся дни мы должны еще упор делать, еще усилить работу, чтобы завершить зимовку, ну, чтобы зимовка прошла в удовлетворительном состоянии. Александр Павлович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.